Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. В Бино и малоимущим семьям раздали мясо крупнорогатого скота и провели религиозные обряды ко дню памяти и скорби чеченского народа. Скорость и азарт. Для жокеев эти старты станут не только спортивным состязанием, но и важным этапом в профессиональной карьере. На ипподроме имени Сайд-Хусейна Закаева прошли скачки к 9 мая. Как прошло спортивное событие, следите в нашем выпуске. Во имя тех, чьим трудом ковалась победа. Мы очередной раз выражаем слова благодарности нашим ветеранам труда за ту доблесть, которую они проявили. В регионе навестили тружеников тыла. Ветеранам оказали внимание и выразили благодарность за подаренный мир. Пятница – дар и благословение для верующих, когда они могут стать ближе к Творцу. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба-намаз в мечети имени любимого дяди-посланника Хамзата. В своей проповеди Адам Шахидов подчеркнул, что на протяжении 14 веков Аллах сохраняет Коран в его первозданном виде, несмотря на прошествие столетий, текст Священного Писания остается незыблемым. До наших дней он дошел без единого искажения. То, что миллионы верующих во всем мире хранят его в своих сердцах и передают последующим поколениям без изменений, неоспоримое свидетельство величия и истинности слова Аллаха. إعالش ديش خلر إعالش دين خلر الديرك دوش خلر ويش بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بقى الله جاغو ما يشاء إدوسينك شامو جاغو ما يشاء إعالش دير مدوشاء الله دال إشي جاغو قوتشنا ديت بعشا سوزام يلا القرآن دوستين سحر خيس ديال دوت وشا أزر سو زعيولش أز قرآن إيودوشة الله دالج أو لردنا القرآن لردي دوش دو قيمة تدلل سا بعض القرآن لردين عشوات الله ديل أز قرآن اختسوي اللرق إذا جه عاموش إذا جه عام دوتش سن ليرن بيشوريك الله دال لريش عالش ويشو يلجن أمة صلى الله عليه وسلم الله دال دين دوش دول ديكادو إز دال بو قرآن شو بسم الله الرحمن الرحيم انصري إن تنصروا الله ينصركم أش الله ديل دين غدح ديل دين كرف بيقولوا قرآن بصوبنا مؤمننا ديل جرجرنا ديل دين شو غد يشخله الله دال شن غدير دوشن ديل يلشنا با صلى الله عليه وسلم شيء ديوي شيء كتنحيخا بيش ألسو الجيم استجنا احفظ الله يحفظك يا الله ديل أحال شوي لحتن معن هدو ديل ووزلح ديل دين لرديلح ديل دين غديلح الله دال متأخيلح الله دال حال شوي روحون وزي سيلا وش الله داله از قرآن داشتو جرجلو قيج أغديش ديل دين غدرح سودولوش دال بركتي داخل وين حلق والغل وشو مهك دا أخوق قومن حلق والغل وشو الهرق أم حلق رداقش ديل بربانس ديل أنخيتمس الله دال درجع لق وقيل إذا دال غازة قوبل ديل أعمد حاج علم استكخلرن شي علم عمليش قرآن ديزرن ديل دين ديزرن ديل جرجر شان غدرن إيمان أهن غدر باحن دولشه الله داله بقت والله بيلوين بقي قيمش بيلوين الله دال غازوة تناق أو بولدويل هو ديل نوقع حتوين سنة دقل خلنا بوش بولشوي وجري ويجي مسير دال غازوة أو بولدويل قان دو دولش قيمتين عوينة دال سارة شفاعة دايبويل. Сегодня утром в Грозном была отражена атака нескольких украинских беспилотников. Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены силами ПВО. Несмотря на незначительные повреждения инфраструктуры и наличие пострадавших, ситуация находится под контролем и никакой угрозы не предполагается. Подробнее о происшествии Медина Мударова.
Сейчас уже на могильник, когда вам дать. Для Ломали Талаева утро началось не с будильника. Глядя на то, что осталось от его автомобиля, он до сих пор с трудом осознает реальность. Машина была припаркована на территории железнодорожного вокзала. Сгорела практически дотла всего за несколько минут. В 4 утра я после своей работы пришел, я машину поставил. И я домой пошел сразу же. И через минут 30 я услышал какой-то взрыв. Выхожу, смотрю, и там, разбитая машина, все дела. Загорелась одна машина, я сразу же спустился. Там был ранен человек. Я оставил машину, подошел к этому человеку. Я думал, что успею отогнать машину. Я дал ему первую помощь. Как смог, то сделал. Я сразу же, когда уже подходил к машине, машина уже загорелась. Там уже не было уже терять ничего. Грозный утром 8 мая подвергся атаке украинских дронов по гражданской инфраструктуре. Информация о готовящейся атаке была получена заблаговременно, поэтому приняты все необходимые меры для нейтрализации беспилотного летательного аппарата. Одной из целей стал район железнодорожного вокзала. Сейчас здесь кипит работа. Экстренные службы в усиленном режиме устраняют последствия ударов. Специалисты расчищают территорию и разбирают обломки. Эпицентром в этой точке стала парковка железнодорожного вокзала. Как мы видим, основной урон пришелся именно на гражданский автотранспорт. Машина буквально изрешетила осколками. По словам очевидцев, беспилотник рухнул на газон, после чего взрывная волна накрыла стоянку. 2 автомобиля в результате взрыва загорелись. Еще несколько десятков получили серьезные повреждения. Мощный хлопок около 5 утра поднял на ноги жителей всех окрестных домов. К счастью, они отделались лишь легким испугом благодаря быстрому реагированию оперативной службы. Помимо вокзала пострадал и жилой сектор в центральной части столицы. Вторая точка удара – жилой квартал в центре города. Целью стала вот эта пятиэтажка, расположенная прямо напротив храма. Дрон спикировал на угловую часть здания. Взрывом буквально выбило несколько квадратных метров кирпичной кладки и полностью сорвало кровлю. Сейчас, как вы видите, на месте уже работает спецтехника. Строители в экстренном порядке разбирают обломки и оценивают состояние перекрытий. Несмотря на видимые разрушения и сгоревшие автомобили, последствия атаки могли бы быть куда хуже, отмечают очевидцы. Благодаря слаженной работе всех ведомств и оперативной реакции на угрозу удалось избежать жертв. Руководство быстро отреагировало на случившееся. Благо, что быстро сбили беспилотник. Могло быть и похуже. Все устранили. Конечно, شون ما قالوا تاع ماشي شو ماشي يا قطع زي خداش هذيك دو تعال أصلا أرام دنيا نمشورام إيش في ده Сразу же после первых сообщений о взрывах на места происшествий прибыли МЧС. Основной задачей было оперативно локализовать возгорание. Одновременно с тушением огня в жилом секторе спасатели приступили к обследованию поврежденных зданий. По поручению главы Чеченской республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова на территории региона создан и эффективно функционирует оперативный штаб по мониторингу и противодействию угроз БПЛА, деятельность, которую он сам лично контролирует. Из этого штаба был получен сигнал о беспилотной опасности. После получения данного сигнала глава Чеченской республики своевременно и оперативно перевел все экстренные силовые и специальные службы региона в режим функционирования повышенной готовности. Удалось обеспечить стабильную обстановку в регионе, минимизировать последствия атак БПЛА, не допустить более значительных и тяжелых последствий. Особая нагрузка в эти часы легла на плечи сотрудников станции скорой медицинской помощи. Дежурные бригады прибыли на места практически одновременно со спасателями. Пострадавшим уже оказана необходимая помощь, их жизни ничто не угрожает. Вся наша служба 24/7, 365 дней всегда готова к любым вызовам, как стихии, так и террористических атак и тому подобное. У нас все работники каждые сутки все время находятся на полной боевой готовности, готовы выехать в любую точку. И весь транспорт, все медикаменты, все условия для полноценного оказания помощи любому пострадавшему, любому больному у нас есть. На данный момент все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Грозного. По сообщениям врачей, их состояние оценивается как стабильное. Медики продолжают мониторинг, чтобы исключить любые осложнения. В результате сегодняшнего налета укрофашистских БПЛА из недогосударства пострадали 10 человек. Все пострадавшие были оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи и Центр медицинской катастрофы медицинского учреждения региона с ранением различной степени тяжести. Диагностированы осколочные ранения, открытые переломы, сотрясения, ушибы головного мозга,
у одного пациента термический ожог. В стационарах остается 9 человек. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще 7 средней степени тяжести. Пострадавшему ребенку оказана необходимая медицинская помощь, после чего он направлен на амбулаторное лечение. Ситуация находится на личном контроле главы Чеченской СВО героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Медицинское учреждение обеспечено всем необходимым для оказания квалифицированной помощи. Необходимости в транспортировке пострадавших в другие регионы на данный момент нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. К слову, вопросы с потерей личного транспорта тоже были решены. Потеря любимого автомобиля не стала для Алмали Талаева затяжной проблемой. Благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова и личному поручению Рамзана Кадырова, житель Грозного уже сегодня получил ключи от новой машины взамен сгоревшей. Ключи мужчине вручили в столичной мэрии. Результат чрезвычайно происшествия машине Иоанна Газнит, восстановление подлежит тещаться. Мехда Рамзан Хадж поручение лир, дал газу облдойл, Аман Хаджи Царгил. Региональный общественный фонд выделит новую машину, что машина узали. Сейчас ситуация находится под полным контролем, а на поврежденных объектах уже начаты восстановительные работы. Чеченская республика в очередной раз доказала, что подобные трусливые нападки укрофашистов не способны запугать жителей и дестабилизировать обстановку. Медина Мударова, Ислам Нацуров и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская республика. На территории комплекса Хажимбеш совершили зикр, посвященный Дню памяти и скорби. Собравшиеся вспоминали героические подвиги первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и его соратников, отдавших жизнь за благополучие на чеченской земле. Продолжит Турпал Алитайсумов. Бычки привезены. Вскоре мясо крупнорогатого скота будет передано всем нуждающимся. Благотворительная акция прошла в честь памяти первого президента. Почтить память Ахмата Хаджи Кадырова собрались бойцы СОБР Ахмат управления Росгвардии по субъекту. İşte Ahmet yurtaha değildi hal doksa do business esas yesa da qasa غير مش أنا سا دلرت بقلا بقدرش أعمل على جلاس قبل دولة وقوم أنا بقبل تبين شينا توام تبين شينا أدم حدد قتل هيش أوجر حالت وام دع بيخنا أدمنا ويشتل حشت ميل دولم دادنا أدم إيسي داخل دهوة تيسو شيسا ديل دحي وقوم دحي داد إلا ديلي ويزنا ده الغاز قبل دول سنات ونخن والوجري سلطة ويمكن ده على شوية شيء حالته أدمنا يش ميلدول وحشت ميلدول قوتش دشه ووتش إيش يوتش ولو ويمكن ده على شوية وزي سيلا والشدالة وميلدي شوليك عمل شبام دوش ميلدو شو سنة شبام دوشه أيوة زماننا أوجرال ومكن ويقام أوكرانيا بالوجري مصووش وبندال عاش بجدال تعبيرت والحمد لله رب العالمين. Каждый присутствующий помнит своих ушедших товарищей, погибших на боевом посту. И, конечно, никто не забывает, что первый камень восстановлению целостности нашего региона был заложен Ахматом Хаджи Кадыровым. دال غاز القبل دول تصير هرب وشر دائما وشكر صادق شوسين دال عمل عجنية تجاه دول. В этот день в селе Ахмат-Юрт также состоялся религиозный обряд зикр, посвященный памяти всех ушедших героев, достойно защищавших честь своей родины. В религиозном комплексе Хажинбеш верующие традиционно собираются для коллективного обращения к Творцу. Они прибывают со всех районов субъекта и тем самым показывая сплоченность. Мюриды, кадии, богословы, а также неравнодушные верующие пришли сюда, чтобы обратиться к Аллаху с просьбой о милости. Председатель Совета алимов Республики Северо-Кавказского федерального округа Хожа Ахмед Хаджи Кадыров рассказал историю из жизни прапрадеда главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Останки Ильяса Биноевского захоронены на этой территории, где он в свое время жил. موسرا دح الله تيجولش إيش مخ خباخ نشانح اتسع دول نقول إلياس دعكش دال شيء قيم تمسا يغتسير زيتن هم تصادق يعني هو داع دول لنا إيش دو حاجس موسرا شو يدير إلى راس مخ ديق رمزانية
هنشين دوزر شوير زروهر تحريمت يا الله وتشوير زينا أسيز اشتغنس يرتو داق ساق دوير هربوق بوغبو يرتو دقالوتش أحمد حجين حرمة ديش رحمه الله تعالى اشتبوغ بوير أتبالخ ستهنا صدوش ذكرت خلق هزوين اشت نعمة دوهر تهنا ويكخات شرك لا لا هارد ووش ديتش بولشانا يا اللويل هول يرم ديش دوش وينا يا اللويل. Собравшиеся читали мавлид, а также салават, восхваляя лучшего из людей, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. По словам верующих, все, что достигнуто регионом сегодня, заслуга Ахмата Хаджи Абдулхамидовича, сплотившего народы в борьбе против распространения зла. بركتي إني دعوا شوي ومهكدا رمزان و أختارن ميل بركة دو ريسبوبليكا ات أحمد حاجي ني قيد شدك وين جوش دوقة سلغن وي أوبوزني ال خش ديلن دا قدونش دا كان لق يرتشكا بوهم شخيلول يرتش وعبالين جمسي عداتر بيش دين يورت 143 دوم دوغلش يهودو ديجي أحمد حاجي بركتي نيقبوي دالا ديغل ويلي أخا تغن أحمد حاجي نيقا ديل إخر خاتشس دال وعداغور بو هوندا ديل نيق يحكي الله تغن زكرش ديش مولش ديش قد إيسا نشدوخش إشتا بوغبوغ أحمد يورت عدابيوش اسني عداميل خلغن انت دال غاز قوبل دويل تغن В ближайшее время такие мероприятия и акции пройдут во всех районах региона. Память об отважных воинах и героев живет и не будет забыта. Торпал Алита Исумов, Моусер Хаджиев и Сайдселим Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. В преддверии Дня памяти и скорби чеченского народа в Биноевской центральной мечети имени Арсенгери прошли религиозные обряды и благотворительная акция. Жители собрались на коллективный мавлид, вспоминая трагические события прошлого и вознося молитвы за погибших. О том, как почтили память жертв и какие слова прозвучали в этот день в материале Рамзана Абуева. В высокогорном Биное в честь Дня памяти и скорби чеченского народа читает мавлид, восхваляя Всевышнего, поминая его посланника. В своей пятничной проповеди имам подчеркнул ценность сегодняшнего мира в республике. «10 мая ежегодно чтят память первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и всех жертв трагедии, ставших для народа суровым испытанием на прочность». أحمد عجيني تهان قشطو قوين صبوت على دق قمت إدي نير خوغان تق دغنش داكن اتساح واتشو شولش دين عدوين ستو صورك تريت أدولين سلغن أدكريتير تجاح يشوب وخان دعتر بال شتمصو أور بيرك دق أحمد عجيني تغنا حدوخش. В судьбоносный момент на рубеже веков народ сплотился вокруг Ахмата Хаджи Кадырова. Его решимость остановить кровопролитие и вернуть регион к созиданию стала точкой отчета новой эпохи.
دال غازت قبل دال أحمد حجينا اشتويت عقل نخلي بوش بولتين نيقنا وشنا ويمسري إيغرت أهلنا تير دقش خاصة دوسيل عايز يخلي بوش دال قبل دال دال شدي حيدويل هرسا بحنا دولش ويديلي بيرز نرشال ديق البويل وأوكرانيا ما كعبل ويحيل دوين دال ديكنتي سيل عايز يخلي بوش دال طول مبيرق حسيوان سنتي بيرز دال قبل دال هرسا تاعنا أحمد حجي لازم قبل دال سوي نخشي قوم وقسيلا ونهوري دائما حقوقيش شين نخشي قوم دائم سيدا ديش نخشي استوريا خلابيش ونخلي لازم قبل دال شين سيل دقيق شوال شين رمزان حاجة دال عالش فولي دال وين دقوا وين ملك شو تفتن شغله ها وقهلا شيء قوم انترس هاي أخي شيء أملر دش شيء قوم هاش خوش دش حوشو. Также раздали мясо жертвенных животных, 10 голов крупного рогатого скота. Это благотворительная акция регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, направленная на помощь малоимущим семьям. دي عندي دعسة دري ناخد دعسة به شيء ساعة حقيقة قدال أستحكي ميلت وقت دار يالويل. Встреча завершилась молитвой к Создателю. Верующие просили даровать вечный рай всем, кто погиб в периоды трагических событий. А в День памяти и скорби чеченского народа дают дань мужеству павших героев до последнего, стоявших на защите своего народа. Вспоминают всех, кто не вернулся с войн и из трагических испытаний. Память об этих людях живет как напоминание о цене мира и единства. Амзан Абуев, Селимин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. В селе Ведено состоялось торжественное мероприятие. 2 семьям пострадавших от стихийного бедствия передали ключи от новых домов от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Жилье возвели в кратчайшие сроки по поручению главы региона. О том, какие условия создали для новоселов, расскажет Мадина Кураева. На фоне живописных гор Ведено начинается новая жизнь для семей, пострадавших от стихии. Именно здесь для них возвели новые комфортные дома. Если еще недавно они переживали последствия оползня, то сейчас принимают поздравления с новосельем. Новые дома, новые надежды и долгожданное чувство спокойствия. На торжественную передачу жилья прибыли официальные гости. Глава администрации Веденского муниципального района отметил, что поддержка жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, остается одной из приоритетных задач. чуах чуёч истина система аэрвай иха махаину вамяк ас отбуса сразу прямое поручение Аллах арзгенош халдуат арзгенош дадволди Аллах тагна бутса баллах юка и система делкна хетамса таган заселитна вай дерес хала лордо сона вамяк тен рамзан хажина вамяк нан ايماني حجنا تغنا شبات حاري ويكر ليلور دول شمشتات روش حق ريون نحت خلات عش حق مخك قيج مخك قيج ريسبوبليكشك مصرنا كيك قودين عش ومخك ومخكنا دال عالش بولش دقر سيتر حق ريون عش بباغر قويتر ديريس خلال اوردرسون. Семья Табаевых – одна из тех, кто пережил последствия наводнения. В доме проживали сразу 2 семьи, всего 8 человек. После оползня они полностью потеряли жилье. Помощь пришла сразу же. Не прошел и месяц, как построили новый дом. Дело 7 числа дари, так уверен дайволи дари оползень. Так уверен соц арвал бактуанш чуган селамазин агорвал лул хочвешт. оползень ялш то телевоту она штух арвал жо шерюх қарга си хаар дол ких шаэти ялш штух ноде дарги так делгаятам от бисня так глава района вер вайг тиг на месте хавина то ваймехден рамзан кадирон хин дон аргулк каняхун участок выделить شيء هون تينو دي اللهون شتو كزاني هاي اللون سمغتي تحتسني ترواتسونا اشتو خزقا باقنش. Дом рассчитан на 2 семьи. Здесь созданы необходимые комфортные условия для проживания. Подведены коммуникации, расставлена мебель, гарнитура. И все это благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.
Чё халат угазю, дох шила, дох хиду. Хорана шеше чуда хусам дисинатун. Мосо чё мосо хилми алиешал мебель ялатун. حکومت عدا میلیچان مسند رزق الله ارسون دو حرفای بچن رمزان اولش سنن ایمانینا حقرای آن کیوگل های جو دیکازیرتون یورت های امخ کمیل تو آدم وارد دیرتون رزق مسند. Сдержать эмоции было сложно. Для людей, которые еще недавно не знали, где будут жить, сегодняшний день стал настоящим событием. دخلوا درتون يخطى سورين شديرس واخسوك تليفون تغير في بتشوا وين ودير دو على هذا خلتون تنا مسكشناخي حوش عن مسانا تدقي دي دو هرخصم تخويشي الخلوت. Среди тех, кто получил ключи, Анзор Ильдаров. Его дом, который он как раз достраивал своими руками, также пострадал из-за стихии. Сегодня ему сообщили приятную новость. Новый дом стал настоящим сюрпризом. شورنك دين دال شاني أرحتك شادك دين دال تين وش درس وش مصو أسفشيني دولهم أداء دين دون اشترى وين دونش إغنا اشترى قال دول تلا تأدينا بولش تعدوه اشتون ديل ريز غلوة مخك دينا أيمانينا اشتون مصو متي تركيك قاشر تركيك تقوش متك بات ومخكر أرها ديل ريز غلزة ليوشتك دال ساعة دويل دال وي بتشا دون دقوا ويل مكش وش مرشا وش دالت إيه بركتي بالخدام. И среди красоты Веденских гор эти истории стали символом того, что помощь и поддержка всегда находят путь. После тяжелых испытаний люди снова обрели самое главное – чувство дома и уверенность в завтрашнем дне. Мадина Кураева, Адлан Хусаинов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На Грозненском ипподроме имени Саид Хусейна Закаева провели скачки, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. За звание лучших боролись сильнейшие наездники из разных регионов страны. А каждый заезд стал настоящим испытанием мастерства. Поболел вместе со зрителями за фаворитов и мой коллега. Гул трибун и топот копыт, от которого вздрагивает земля. На ипподроме имени Саид Хусейна Закаева не просто спортивный праздник. Эти скачки посвящены священной дате – 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Память о героях, ковавших мир на фронте, здесь чествуют по-особенному, в духе национальных традиций и высокого спортивного азарта. Программа мероприятия включает 6 заездов с участием высокопородных лошадей, прошедших интенсивную подготовку. Для жокеев эти старты станут не только спортивным состязанием, но и важным этапом в профессиональной карьере. В каждом забеге велась ожесточенная борьба за первое место. В соревнованиях принимали участие наездники с разных регионов страны, которые отметили уровень конкуренции. Грозный всегда нам очень интересно приезжать, всегда здесь очень хорошие скачки, хорошая атмосфера, лошади очень крутые. Соперничество всегда здесь очень серьезное, лошади очень конкурентные, круг шикарный. Самым выделяющимся жокеем в скачках стал Мырзабек Капушев, который выиграл 4 заезда из 6. Наездник отметил, что каждый скакун, на котором он первый пересек финишную черту, заслуживает отдельной похвалы. Стартовый прием у нас был хорошим. Мы сразу вырвали и повели скачку. По дистанции 2 соперника, потом обошли. А мы сидели по дистанции 3-м. И на последней отрезке уже нам удалось выйти вперед и довести до победы. В прошлой скачке у нас жеребец был очень хорошим. И достаточно легко получилось выиграть. Просто надо было сидеть и не мешать лошади. Она такая сильная была. А здесь чуть-чуть пришлось постараться и заставить лошадь. Эта лошадь сама по себе такая. Не просишь, сама не добавляет. А того
приходится даже сдерживать, чтобы на все не выкладывался. Конный сезон набирает обороты. Ипподром имени Саид Хусейна Закаева уже зарекомендовал себя как арену, способную принять скачки самого высокого уровня. Так что в ближайшее время море эмоций будут ждать поклонников этого вида красивого и азартного спорта. Ахмед Рамасанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне представители Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации посетили тружеников тыла. В ходе встречи они пообщались с ветеранами, выразили им слова благодарности за их самоотверженный труд в годы войны и поздравили с наступающим праздником. Дани Хамидов побывал в гостях у участников Трудового фронта. По всей стране стартовала акция «В гости к ветерану». В рамках нее представители Министерства по национальной политике, внешней связи, печати и информации посетили тружеников тыла, чтобы отметить их вклад в общую победу над фашистскими оккупантами. Прасковья Горло была тронута визитом гостей и еле скрывала свои эмоции. С наступающим Днем Победы! Вам огромное спасибо за ваш труд ратный, что вы не остались в стороне те страшные годы. Выражаем вам благодарность от лица заместителя председателя правительства, министра по внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Передаем приветы от него. Гостинцы привезли вам от общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Спасибо вам большое. Здоровья вам, много лет жизни. Да. Финансовую поддержку благородной акции оказал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Данное мероприятие проходит по всей Чеченской Республике. Активное участие в ней также принимают районные администрации и муниципалитеты. Цель – показать ветеранам, что их подвиги во благо будущего поколения не забыты. Мы очередной раз выражаем слова благодарности нашим ветеранам труда за ту доблесть, которую они проявили за защиту нашего Отечества. Будем уделять для них внимание. Мы все знаем, что глава Республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет пристальное внимание ветеранам и труженикам тыла. Также представители министерства посетили с благородной миссией Халип Атмусаеву. Пожилая женщина поблагодарила за постоянное внимание к себе от руководства региона. Sövediciler tahiye berkteyin bakı bebaş tamsa goyç halotsa goyç balалишsa goyç bahar эрхил. Данная акция проходит третий год подряд, дабы ветераны помнили, что их заслуги чтят те, ради кого они на фронтах и в тылу ковали победу. С каждым годом ветеранов становится все меньше, но их героические деяния навсегда останутся в памяти поколениями. Память предков, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне, состоит не только в наших сердцах, но а также в названии большинства улиц, районов и муниципальных объектов. Дани Хамидов, Лёма Мандиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.